Слово предоставляется доктору филологических наук, профессору Узбекского государственного университета мировых языков, известному лингвисту Махамбету Джусупову. Махамбет ага, у вас 9 минут. Қадірменді қалайық. Заманбек ақынның мынандай сөзі бар. Табиғаттың өзгермейді заң кіл, ақпан келіп бүртік шашты тағы гүл. Өзендердің бүйректері бүлкілдеп, еркіндікті аңсап жатқан шағы бұл. Сол еркіндік келді 91 жылы. Олжас Сүлейменов айтпақшы, независимость без оружия. Сондықтан мынандай тақырыпта конференция өткізу Қазақстанда мүмкіншілік ашылды. Бұл үлкен жеңіс, үлкен жетістік. Мына үлкен мақала Ұлданай Мақсұтқызы сіздің өтінішпен жазылған 48 бет. Мен оны енді бәрін айта алмаймын. Қандай үлкен конференция болса да ғылымға ешқашан уақыт жетпейді. Сондықтан мен қысқа тек тезис ретінде айтып берейін. Махамбет аға, я должна объявить государство и государство это близнецы, которые нельзя разделять. Поэтому я так начал. Махамбет ага, подождите, пожалуйста. Махамбет ага, бір сөз беріңізші маған. В качестве модератора дайте мне слово. Пожалуйста. Значит, все участники конференции не в курсе. У нас Российский университет дружбы народов, как и Евразийский фонд культуры, сопартнеры, соорганизаторы этой конференции. И распоряжением ректора университета дружбы народов и президента РУДН имени Патриса Лумумбы принято решение 4-й номер Вестника РУДН полилингвальности и транскультурной практики посвятить творчеству Олжаса Омаровича Сулейменова, нашего почетного доктора РУДН, Вестник высшей школы. Поэтому вот один из членов редколлегии здесь стоит, и этот доклад вы сможете полностью, 48 страниц, надеюсь, увидеть в нашем журнале в 4-м номере за 25-й год. Мне можно, да? Спасибо, Улданай Кызы. Улданай Мақсұтқызы. Когда вышла книга «Азия» в 1975 году, я в 1976 году написал такое стихотворение. Он знает все. От Аз до Ятя, славян, шумеров, каганат, славянский князь Кыпчаком взятие, Кыпчакский бег славянам сват. Читает стих по-древнетюркски, архонский шрифт озвучит сплит. Он в слове смысл увидел тайный, хоть запрещал все замполит. В Олжасе трепет аргамакский, копьем перо в руке, он все идеи по-казахски на вдохновенном языке. Вот это стихотворение, оказывается, только вот месяц назад опубликовали в Алмате. Оно написано было в 1976 году. Теперь вот к проблеме Осириса. Позволим это сказать очень коротко. Дело в том, что египтологи, правильно говорит Олжас ага Сулейменов, за 200 лет так и не пришли к этимону слова «Осирис», то есть его первоисточнику. Этимон – это в лингвистике первоисточник слова, отсюда теория этимологии идет. В знаменитые книги по Осирису, это книга Грифтиса, Лаврентьева. Лаврентьев выделяет 9 значений этого слова. Далее появляется еще 6. Итого около 15-16 разных значений происхождения слова. Происхождение слова и его значения. Мы на этом остановимся не будем, так как Улданай Мақсұтқызы мне это не разрешит. Я остановлюсь только на тех моментах, которые работают в пользу Олжаса Сулейменова, его концепции, и те, которые в его пользу не работают. Дело в том, что слово находится в кочевьях языка и речи.
Я употребляю слово «кочевье», потому что я тоже казах, чистопородный во всех 7 коленах, и потому тоже мои предки были кочевниками. Слово «кочует», поэтому оно вполне могло оказаться, это слово «осерес», совершенно в другой стране, где. Теперь Олжас Сулейменов пишет, что казахи в то время в Древнем Египте были не случайными гостями, а создавали вот понятие растения, садоводства. Возникает два очень серьезных вопроса. В то время казахи были в Египте, Мисыре, постоянными жителями, или они туда пришли? А если они пришли, то какие-то миграционные пути их привели. Потому что пока не определишь миграционную дорогу, то определить происхождение слова и появление там какого-то рода или нации, это просто невозможно. Далее. Вот, сейчас остановлюсь на докладе, ремарку по докладу Улданы Максудовны. Да, Улдана Максудовна, в этих языках слов «ось» нет, в которые вы просили, в российских тюркских языках, потому что они жили изолированно, и за 200-300 лет колонизации многие слова просто у них исчезли. Мы рассматриваем эту проблему более широко. Например, в узбекском языке «ось», «осьру», «осьрис», в карагалпакском языке «ось», «осьру», «осьрис», в кыргызском языке то же самое. Я имею в виду кыпчакские языки, которые находятся на этой территории. И вообще, на мой взгляд, в Египте могли оказаться только кыпчаки, предки половцев. Тем более, что если судить по тому, что в Азия пишет Олжас Сулейменов, он где показывает 60 слов, абсолютно схожих по произношению и по значению шумерского языка и современного казахского языка, то ясно, что мы должны вводить ваш покорный слоговой такой понятие, шумеро-тюркское письмо, шумеро-тюркская история, шумеро-тюркский язык. Тем более, что шумерский язык и его письмо были синхроническим, как современный казахский или киргизский или другой язык. То есть преемственность, Гачев, ваш учитель, писал, что корень слова, в него надо очень серьезно входить. Поэтому «ось» есть во многих кыпчакских тюркских языках и в некоторых карукских, типа как узбекский. Поэтому это, а то, что слово «ось» как корень, как основа «осьрыса» есть в нескольких тюркских языках, работает на платформе Олжаса Сулейменова на иную концепцию. Далее. Как могло воспринято это слово в древнетюркском, в Древнем Египте? Дело в том, что египтологи до сих пор не определили, сколько гласных в древнеегипетском языке. Они определили 23 согласных и все. А все остальное берет огласовка, как в современном арабском языке. Например, в современном арабском языке, если в арабском письме мы напишем слово «Ташкент», узбек будет читать Тошкент, казах будет читать Ташкент. Потом согласовка идет по национальным своим тем психообразам, которые в твоем сознании. То есть арабский язык современный, он прямой потомок этого древнеегипетского языка. Далее идем. Өсіріс. Өс корень. Р суффикс, с суффикс. А в древнеегипетском языке какое было словообразование? Ведь то словообразование, которое не преемственно языкам, мы не воспринимаем. Следовательно, египтологи доказывают, что в египетском языке, древнеегипетском, было суффиксальное образование. То есть как в казахском, как в любом тюркском. Например, «кам» деген сөз «түбір». Отсюда мы говорим 10 суффиксов. «Кам» сіздан дырылмағақтарыңыздан. Переводим от того, что заранее не подготовились, не собрались. Так? Вот древнеегипетский язык точно такой же был. Могли 5, 6, 6 суффиксов добавляться. Это тоже работа на платформу концепции Олжаса Сулейменова. Я здесь исхожу чисто как лингвист. Мне не нужна ни история, там, ни философия. Далее идем. Египтологи утверждают, что в древнеегипетском языке префиксального словообразования не было. Корень всегда в начале слова стоит. Так вот, но говорят, несколько слов было, где перед корнем появлялся префикс. То же самое в современном казахском языке. Маза.
В казахском языке все слова суффиксальны, но 6 слов с префиксальным. Маза, бей, маза. Раза на раза. Тараб, бей, тараб. Пришедшие из фарси, из арабского. Всего 6 слов таких. И в египетском примерно то 4-5 слов таких было, когда префикс стал перед корнем. То есть египетский, древнеегипетский язык и современный казахский, он точно совпадает, потому что каждое слово начинается только с корня, без префикса. В казахском языке то же самое слово всегда начинается с корня. Это тоже работа на платформе Олжаса Сулейменова. Дальше идем. Сейчас я последнее скажу. А что не работает на платформе Олжаса Сулейменова? А то, что древнеегипетский язык всегда начинался с сочетания согласных, как современный арабский. И 90% слов древнеегипетского языка состояли в начале слова 3 согласных подряд. Например, как в русском языке строить. Страна, например, да? Так вот, вот эта позиция совершенно не работает на платформе Олжаса Сулейменова. Она не подтверждает ее позицию. Но, с другой стороны, если мы сейчас посмотрим на современный казахский или там узбекский или татарский язык, а сколько мы приняли из английского и русского языка слов, когда в начале слов встречается сочетание согласных. Например, стадион, смартфон. Вполне возможно, в то время тоже и в древнеегипетском языке могли принять слово Осирис, в котором нет сочетания согласно в начале слова. Но это гипотеза. Таким образом, мы считаем, что предложено, давайте так, Баскаков, отец Баскаков написал так. Основная масса особенностей древнетюркского языка сохранилась в современном казахском. А современный казахско-тюркский, а шумеровское и тюркское письмо и сингармы одинаковые, следовательно, мы идем к шумерам, а от шумеров к египтянам. А шумерский язык, 60 слов Олжасом доказано, 200 слов в начале века немецким ученым доказано, одинаково звучат и имеют одинаковое значение. И письмо одинаковое, вот это вот, как с фараоном читается. Казахша бітік жазу дейді ғой. Ага, отменяем Все, я закончил. Я понимаю, но раз дорвался до трибуны, хотел что-то еще сказать. Ну, всего вам доброго. Мухтар, закончу словами. Вообще, к Олжасу Сулейменову, он сейчас сказал, что я русскоязычный поэт. Да, это правда. Но в науке он полиязычный. Вот это надо всегда понять нам, что он ученый русский, поэт русский, но ученый он многоязычный. Вот это обязательно надо понять, потому что без этого очень часто вот пишут, вот он русскоязычный. Да, я об этом когда-то написал. У Олжаса есть ведь все. У Олжаса есть ведь все. Рост, талант, везение. Нет лишь малости одной. Доброго терпения, чтобы казахский текст писать, навыков, умения. Всего доброго.